начали брать у них войлок. К нашей большой радости навстречу пошли нам дирекция комбината, и нам бесплатно они выдают войлок столько, сколько мы можем обработать и сделать свои изделия. Мы получаем у них войлок, и с детьми начали вышивать вот такие костюмы. Сперва это в разброс было, отдельные костюмы делали. Девочки у нас стояли, вот первые костюмы, которые делали. Достигли определенных результатов на российских международных конкурсах. Потом начали создавать ансамбли. У нас Венера Гусман, художественный руководитель появился, руководители по декорированию вот этой одежды. Сейчас в настоящее время создаем еще авангардные костюмы. В принципе, войлок материал архаичный. Дизайнеры много внимания для создания одежды на него внимания не обращают. Но думаю, после того, как мы начали, когда увидели, что вот эта теплота, это, скажем, даже чистый экологический, чистый материал, натуральные вещи в дальнейшем, в будущем будут пользоваться спросом. У нашей студии костюмов Войлок Fashion есть будущее. Мы, потому что живем уже не сегодняшним днем, разрабатываем костюмы на будущее. И самое, наверное, главное то, что вот эти дети, которые могут создавать вот такие прекрасные работы, независимо от того, кем они будут в будущем, то ли дизайнерами, то ли домоработницами, то ли учеными, независимо от этого, станут прекрасными людьми. Войлок — это прежде всего модно, красиво, удобно. Войлок — это искусство, это очень красиво. До создания этой идеи, вот этих костюмов, я считала, что войлок — это всего лишь тепло. Ну, а теперь, как вы видите, это и красота. Я думаю, что войлок — это модно, красиво и тепло. Войлок — это очень модно, тоже красиво, и в наше время, наверное, это стало очень интересным работать с ним. Хазина галереяһының 5 залын тултырып тиерлек башкорт киит осталарының картиналары эленде. Витриналарда уларның декоратив эштәре куелды. Шундай зауыклы, мәдәни күренеш булып, бөтә килүчеләрне хокландырды, уйландырды, илһамландырды безнең осталар. Үзләре лә күп нәмәгә өйрәнде, яңа хулыш, яңа күтәрелеш алды. Занимаюсь уже несколько лет, особенно по новой технологии. Уже научились пару лет назад по цельному валянию, по фельдсеванию. А традиционный войлок, наш казахский, мы знаем с детства, как это все делается, как валяют, как обрабатывать шерсть. По новой технологии, правда, научились недавно. И вот делаем сейчас всякие аксессуары
Раньше вот наши бабушки делали просто постилочные, да? А мы сейчас делаем уже и аксессуары делаем, и комнатные тапочки делаем, и поножки, картины всякие создаем. Очень много интересного. И выставляемся в нашей республике периодически. У нас в самом городе, в родном, в Шымкенте, почти даже не пропускаем ни одну выставку. Мы периодически выставляемся и бывает иногда продаем свои изделия. Шақырсаңыздар келеміз. Ну, попробовав один раз сделать из войлока вещи, я поняла, ощутила такое счастье необыкновенное. Это живой материал. Хотя я раньше занималась керамикой. Теперь сказала, я буду только войлоком заниматься. Вот эта кукла, это называется кукла-оберег. Она была и есть вот эта традиция калмыков. Когда выходила девушка замуж, она обязательно должна приносить была цвета рода. У рода мог быть 2 цвета, могло быть 3 цвета, но обязательно синий, белый, красный, зеленый. Это цвет буддистов. А что это обозначает? В общем, девушка, входящая в дом, в новую семью, она должна была принести обязательно с собой, чтобы не нарушить как бы ауру, такую счастливую ауру этого рода, не нарушить, она должна была принести их цвета домой. Это называется кут или что называется? Это эликцо. 5 наших буддийских цветов. Уже мы никогда не ошибемся. И к нам часто приходят, говорят, можно нам заказать свой цвет? Ну, пожалуйста, ленточки поменяем, и все. Мы называем ее эликсику. В общем, это гармония в доме. Она создает гармонию в семье. Белая вода. Вода, доброта. И вот у вас она тоже, у нас говорит, цаган халгы, это белые вам дороги. Вот мы будем расставаться, я скажу, белые вам дороги обязательно. Белая дорога, да, это вода, счастье. Синее небо, вселенная. Синее небо, вселенная. Желтые, ну, это солнце. Солнце, свет в доме. Зеленый – это земля, природа обязательно. Красный – это огонь, очаг. Это очаг. Вот эти 5 буддистских цветов. Вот эти куклы – это тоже сплошная стилизация. Но это уже как бы на сувенирно рассчитано. Потому что у нас республика сейчас представляет очень большой интерес для мировой общественности. Поскольку, вы знаете, у нас и президент наш шахматный, да, шахматами занимается. У нас очень много проходит разных соревнований. Это чисто сувенирная промышленность. Хотя у калмыков всегда была в традиции тоже кукла. Калмыки, когда уходили с одного кочевого стана, вот, допустим, уходили, переходили, оставляли люльку, а в люльке обязательно оставляли куколок. Мальчик и девочка. Это как бы символизация того, что это хозяева дома, они не ушли, они вернутся сюда обязательно. Как бы задобривание духов было. Поэтому кукла, она всегда была у калмыков. У нас учителя наши восстановили, это был 18 век, вот они нашли, вышивка, называется зек, вышивка. Она особая, ни у кого она больше из нас, во всем мире такой вышивки нет. Это вот особая калмыцкая вышивка. Это раньше калмычки занимались только, все были золотошвейки исключительные. За счет этого, когда вот в гражданскую войну выехали, многие калмыки за границу, они занимались только вышивкой. Золотошвейки, вот они за счет этого и выжили. И вот слово «зек» калмыцкое у нас имеет 3 значения. Зек века, зек вот это вышивка и зек вот это орнамент. И здесь, знаете, вот здесь не вышивка, здесь выкладка методом прикрепа. И вот у нас эти женщины, они нашли платье старое, 18 века, подпороли его, вот эту технику вытащили, и вот они сейчас занимаются, потому что тех бабушек уже нет у нас, почти нет. И вот это вот мы возрождаем сейчас. Подушечки делаем, такие вот кисетики. Я полагаю, что мы все-таки на очень правильном пути. Потому что тот войлок, который мы начинали как
как явление в народном декоративном искусстве, как чисто вот такое башкирское искусство, многовековое, такое подлинное, корневое. Вот, мне кажется, мы на правильном пути, что развиваем именно эту стезю, традиционный войлок. Наши мастера, оказывается, владеют всеми техниками, которые на сегодняшний день представлены на этой выставке. Причем на очень хорошем, на очень приличном, на очень достойном уровне. И все-таки самое главное, вы знаете, от классики никуда не уйти. Классика есть классика. И в ее пределах тут возможности развиваться просто бесконечные. Киез һәм аңа бәйле эш гамәлләр, алар әлбәттә төрки халыкларны борын-борыннан узатып килгәннәр, аларның яшәү тормыш шартларында ул билгеле бер зур урын тоткан. Шуңа күрә әлбәттә бүгенге бу чаралардан минем тәэсирләрем зур. Мин дә авылдан чыккан кеше, бездә шул ук киездән эшләнгән, киез итекләр киеп үскән кешеләр, шул ук киез җәелгән сәкеләрдә уйнап үскән кешеләр. Шуңа күрә минем өчен ул әлбәттә бик якын. Киездән менә шундый зур сәнгать әсәрләре дә эшләп була икән. Дулкынландыргыч бер күренеш булды һәм киләчәктә дә бу сәнгатьне әлбәттә ары табан үстерү кирәк иде. Панорам рәвешендәге полотноларны күреп хәйран калдым. Менә исем китте, хәтта пишәнчеләр картинасы эшләнгән зур полотна. Мин инде үзем пишән чабарга бик яратучы кеше. Шуңа күрә мин бик рәхәтләнеп ул полотна янында басып фотосурәткә төштем. Аннан соң даладагы атлар, шабу күренешләре, әлбәттә алар мине инде үземнең бала чагыма, үткәндәге елларыма алып кайттылар. Башкорт дәүләт педагогия университетынан ел һайын 70 студент рәсем дәресе һәм дизайн укытучысы дипломын алып сыга. Улар барыгы киез басу буенча махсус курсларда тамамлай. Әмма укытучы Тәлгать Хәсән улы Мәсәлимовтың борсылуы арта. Заманса мода артынан ияреп, киездән эшләнгән әйберләрнең сыйфаты төшәргә тиеш түгел. Башкорт киезе сәнгати, художестволы, зауыклы булганда гына баһасы югары булачак. Шул ук вакытта укытучы үзенең тырышып тәрбияләгән укучыларының киез басу, декоратив сәнгатьте үстерү юлынан китә алмауына, эш урыны таба алмауына бик әсенә. Уның хыялдарын, максат ынтылыштарын, белемен һәм осталыгын алган укучылары ел һайын комга һиңгән һәүгүк ил исенә китеп югалып тора. Уларның һәләте, иҗади асыштары Башкортстан һәм Рәсәй мәдәниятен бик байытыр, нигез булыр ине ди укытучы. Очень хорошие дипломные работы, очень хорошая вообще подготовка общая. Люди, которые получают дипломы с отличием, уходят, и они, конечно, вот растворяются потом, потому что это в основном те люди, которые приезжают из районов. Мы у себя их оставить не можем, потому что это вопрос жилья, прописки там и так далее. И потом, конечно, вот и вопрос зарплаты. Вот эти люди, которые могли бы и должны бы были работать уже по подготовке, по более глубокому изучению, может быть, вот это вот ремесла, они, еще раз повторяю, уходят, и потом уже вот их возвращать, вернуть не удается. Привлечение людей, не только вот школьников, привлечение людей разного уровня, тут от дошкольников до пенсионного возраста, как в других странах, к деятельности. Это пусть будет, во-первых, занятие от свободного времени, потом, во-вторых, это очень немаловажно, это и может быть какая-то форма трудоустройства. То есть вот занятия, которые обеспечивают и материальную сторону жизни. Потому что из этого материала, используя эту технологию, можно изготовить все, что угодно. Элек күсмә дала халкының айырылгыһыз юлдашы булган киез бүген Мәскәү, Петербург, Голландия, Германия кебек Европа цивилизациясында яшәгән төбәктәрдә бик популяр. Улар киезде кием-халым, урын йорт җиһазы, давалау ысулы итеп файдалана. У меня
меня студенты, они будущие художники, дизайнеры, они подготовлены. Я им больше даю как бы традиционное вот это вот цветовое соотношение, столкновение и распространение вот этого модуля построения в ковре именно в традиционном. Вот первый блок вот идет вот как бы из традиционных, это мозаика, аппликация, вот инкрустация, все очень жестко, это традиционно. Наша организация занимается особой категорией детей. Это дети и молодежь с отклонениями в развитии. Занимается уже 20 лет, с 1989 года. Начиналось это с группы педагогов, волонтеров, которые ходили по домам и просто находили таких детей. И так вот потихонечку складывалась наша организация. И складывалась с самого начала, мы стремились к тому, чтобы для таких детей создавалось целое пространство жизни. Сейчас это действительно уже целое такое пространство жизни, в котором цель наша – введение детей в культуру и общество. Тех детей, которые еще на данный момент не имеют никакой возможности образования. К сожалению, при всех положительных современных тенденциях еще очень много таких детей, которые просто сидят дома. Важное место среди них занимает мастерская по изготовлению войлока. Она работает с 2002 года и называется наша мастерская «Катанки». Так раньше на севере называли валенки. Я сама попробовала процесс валяния где-то вот в конце 90-х годов как родитель в Вальдорфском детском саду. И с тех пор это как бы вот жило во мне. И начинала я свою работу в 2001 году с ткацкой мастерской. И при всем том, что ткачество – это очень интересный процесс, и там много традиционных технологий, и на руках, и там на бердо, и на дощечках, и на ткацких станках, все равно, когда я начала работать с шерстью, ткачество я оставила и целиком перешла к войлоку. У этой мастерской есть ряд очень таких существенных особенностей. Во-первых, мы, как и керамика, имеем дело непосредственно с природным материалом. А современные дети, особенно городские дети, а особенно те дети, с которыми работаем мы, которые сенсорно дефицитны, для них это очень важно работать с чем-то настоящим, с подлинным. Но если в керамике они имеют дело с глиной, который материал холодный, требующий, забирающий силы у детей, и керамики они готовы далеко не сразу, то наша мастерская, которая идет работа с шерстью, с удивительным материалом, мягким, теплым, она, конечно, очень важна для этих детей, очень много дает разнообразные тактильные ощущения, развивает сенсорную чувствительность.
Ведь у нас работа, и вот когда мы выкладываем нашу шерсть, мы работаем с сухой шерстью, и процесс валяния, когда в теплой, мягкой пене, ну просто тут уже не хочется повторяться к концу дня симпозиума, но вы сами прекрасно знаете и понимаете, насколько это увлекательно, насколько это вот как бы затягивает. Позволяет ребенку включиться в процесс, не бояться своей неумелости, снять комплекс неуспешности, поверить в свои силы. Это помогает детям включиться в работу в группе. Кейет үдәгендә яңы кейет басыла, яңы картина туа. Укучылар өчен ул асыш, укытучы уларның һәләтен халык тәҗрибәһенә, фәлсәфәһенә бәйләргә тырыша. Чөнки тап ошо халыксан караш, халыксан тәрәнлек һәм биеклек кенә яшь кешенең иҗадын байытала. Халыкта кейет басу эше менән бәйле кызыклы күзәтүләр яшәй. Дәрес мәлендә улар һич шикһез телгә алына. Мәсәлән, кейет басу өчен арыктың көзгө йөнегенә кулланыла. Кейет өмәһе барган ердә авыру кеше яки имгәнгән мал йөрергә тиеш түгел. Авыр кайгы кичергән кешенең йортында кейет басмагандар. Яки күптән түгел ире үлеп, тол калган катынды кейет өмәһенә сакырмайдар. Был эштән авырлы катындар да ситләштерелә. Кейет өмәһен яңа ай тугас, кояшлы аяз көндә үткәрү кирәк. Шулай ук кейет өмәһендә йыр биюләр, шаян һүзләр яңгырауы, үзара ягымлы мөхәббәтле мөнәсәбәттә ярдәмсыл, игътибарлы булу мотлак. Из традиционного вытекает вот это вот современное. Современную культуру, вот современные вот эти веяния, их невозможно с головы выдумать. Они всегда основываются на традиционных каких-то моментах. И мне кажется, что они взаимосвязаны между собой. Не может чисто вот традиционное развиваться, оно не может на месте стоять, оно должно развиваться, идти дальше. И вот этот вот один путь вот сегодня показали как раз и на этом симпозиуме, как популяризировать идею войлока, как распространить войлок среди, скажем, даже не тюркского населения, и как вернуть войлок, потому что не секрет, что очень много уже забывается. И у нас вот секреты войлока, они утрачиваются постепенно. И надо все это, конечно, сохранять, надо разъезжать по деревням, спрашивать вот этих мастериц, мастеров, все их секреты спрашивать, если они, конечно, скажут. Потому что, к сожалению, люди не вечные, и наши вот эти люди, они уходят. И это значит, что опять какая-то крупица знаний у нас исчезает. Технология, как делают войлок, она одинакова у всех. Точно так же, как и у нас. Еще что я тут увидела, ну, тут, конечно, в основном немножко современные произведения, но есть и такие немножко стилизованные под старину. Это вот эти скотоводческие мотивы, там роговидные орнаменты, казахские, кстати, войлоки, они тоже очень похожие на алтайские были. Ну а вообще, знаете, войлок есть войлок, он везде для меня родной, хоть в каком виде.
киіз сәнгаты, киіздің кішілер тұрмышында, кішілер язмышында, халықлар язмышында тұтқан ұрыны үйренілді, текшірілді. Адам баласына тәніне генә түгел, жанына жылы беріп тұрған бұл киіз келешекте де, біздің сәнгат юнәлішінде де, һәм инде тормышыбызда да яшәр деген фикердә торалар галимнәр. Мен инде монда бер сәлам хатыда Башкортстанга туган якка теркәп куйдым. Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһим исемендәге институт исеменнән бу уздырылган симпозиумда актив катнашкан, югары мастер-класс үрнәге күрсәткән өчен зур рәхмәт белдереп, яңа иҗади уңышлар теләп, безнең истәлек бүләге Масалимов Тәлгатькә киезне дә, туланы да әйләндершем сәнгатькә дип язылган. Войлоковаляние – процесс коллективный, труд коллективный, поэтому это сплачивает, конечно, людей. Это, думаю, тоже очень ценно. И вот наши студенты, они первый раз, может быть, немного как-то друг друга стесняются, потому что так, несмотря на то, что учатся уже много лет, да, вместе, а потом уже вот начинают привыкать, у каждого какие-то свои обязанности появляются. Это, думаю, тоже очень ценно. Нужно учиться. Учиться у друг друга. Вот это я увидел в течение вот этих вот лет. Можно знать очень много, но у каждого человека есть какие-то свои приемы. И поэтому тут, конечно, вот войлочники, вот вы, наверное, обратили внимание, что они люди очень добрые. Нет там такого человека, который бы скрывал что-то, да, вот что знает. Очень порядочные люди, потом, конечно, вот готовые помочь друг другу в любое время. Вот как раз, вот, наверное, особенность этой работы в этом заключается. Как сам материал, вот этот вот войлок. Вот кто, наверное, один раз прикоснется к этому теплу, он уже свое тепло отдает. Потому что вот, как говорят, отдаешь, получаешь. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Вот этот вот принцип, он работает тут в полную силу. Киев басу, бик күп буын ата-бабаларыбыздың осталыгы, күңел йылыһы менән сорналган гаҗәеп халык сәнгате. Уның бүген башкорт художестволы киеде дип аталуы юкка түгел. Чөнки башкорт рәссамнары Киевнең эпик һәм сәнгати башлангычларын дәвам итә. Уларның эшләре халык традицияларына нигезләнә. Гуманизм, илһөярлек, гражданлык рухы менән хугарыла. Башкортстан рәссамнарының Киев картиналары, панно, япмалар, декоратив бидәү һәм киездән эшләнгән киемнәре Рәсәйдә һәм дөнья кимәлендә осталык дипломнарын яулай. Бөрьән районының Ямиле Агыйдел буенда башкорт художестволы киеде осталарының республика семинары үтте. Башкорт халык һөнәрләрен өйрәнү һәм үстерү Агыйдел буйлап оештырылган туристик маршруттың йөкмәткеһен тәрәнәйтү өчен эшләнде. Был Бөрьән районы хакимияте һәм мәдәният идарәһе республика халык иҗады үдәге оештырган яңа мәдәни күренеш. Максаты һау буйлап агып үткән туристларны ерле халыктың милли сәнгате өлгеләре менән таныштыру.